Алло, Айдарага, селям алейкум. Алейкум селям. Айдарага, как вы считаете, как так получилось, что почти все участники финала так или иначе связаны с Российской Федерацией, связаны гастролями, там, паспортами, родителями и так далее? Как вы считаете? Ну, я считаю, что комитет, который отбирал людей на это Евровидение, закрыл на это глаза. Преднамеренно это сделали или случайно, значения в данном случае уже не имеет. Но то, что таким образом по факту сделан подарок российской пропаганде, я это утверждаю. Я думаю, что ваш гость, уважаемый замминистра Дмитрий Золотухин, тоже это понимает по факту, что это произошло. Да? Но ситуация может быть еще хуже на самом деле. И могла быть еще хуже. Если бы не этот эфир на АТР с этими сестрами, где они по полной программе выложились, то могло бы случиться вообще, такие откровения могли случиться там, в Тель-Авиве, при международной публике. И то же самое, сейчас этот риск не исключен. Вот сейчас посылать как вариант из певицу Мару, которая тоже, как одна из почти всех этих претендентов, гастролирует постоянно в России, имеет такую ватную, в кавычках, размытую позицию по войне, не признает там того, сего, выступает за мир с Россией, там здесь ужасные цитаты ее, которые просто оскорбляют наших солдат. И вообще, вот можете себе представить, я себе могу представить, как это будет использовано пропагандистами. Я думаю, что Дмитрий тоже это примерно понимает. Вот приедет такая представительница Украины в Тель-Авив на конкурс, ее окружат Скобеевы всякие пропагандистки русские, и начнут выкручивать, и она от них начнет что-то отвечать. И они умеют это делать, провоцировать. Они даже депутатов в нашем в Совете Европы там за руки хватают. Они сумеют срежиссировать так, что потом надергивают из высказываний украинской представителей, именно представителя Украины надергивают так, что получится, что у нас нет войны, или у нас гражданская война, или Россия тут ни при чем, и надо мириться. И весь этот дискурс уже оттуда, из Тель-Авива, пойдет на Russia Today, на разные российские каналы и так далее. То есть такая подстава для страны, реальная угроза. Поэтому мое мнение такое, что раз такой оскандалившийся отбор, раз такие персонали в нем участвуют, то не надо в этом году, надо пропустить Евровидение, никого туда не посылать. Потому что если сейчас кого-то отправим такого, и потом вот это случится, ну как бы эти риски люди должны понимать. Она там Украину представляет, не себя. Она могла от любой другой страны заявляться. Она, условно, я не говорю конкретно, там Маруполь, эти девочки или кто-то еще. Они же от Украины заявляются, и здесь какая-то ответственность у организаторов должна быть. Я бы так не рисковал. Угу. Как вы думаете, спасет ли ситуацию то, что Маруф все-таки пообещала, что больше не будет ездить с концертами в Российскую Федерацию и сказала, что все-таки подпишет контракт, где есть этот пункт? Ну, я этим людям не верю. Эта каста людей, для них Украина существует только как место жительства, территория, где они там зарабатывают меньшую часть денег, а большую часть денег зарабатывают в России, там гонорары раза в 4 выше. Я думаю, что сейчас она подпишет все, что угодно, она скажет, я все оплачу, только отправьте меня от Украины. А потом, когда этот конкурс пройдет, она обратно поедет в Сургутнефтегаз давать концерты там, в Мурманск, в пароходство, в какой-нибудь там Камчатка, Раки, куда-нибудь поедет, куда позовут, неважно. Я их словам не верю вообще при их отношении к Украине, к стране граждан, которые не являются. Я их словам, которые сейчас скажут, не верю. Они скажут это для того, чтобы туда прорваться на Евровидение. А какие риски могут быть непосредственно на Евровидении для страны, я уже описал. И потом этим будут тыкать нашему президенту, будут тыкать нашему министру иностранных дел, будут тыкать нашим депутатам в Европе, будут говорить, да ладно, что вы тут рассказываете про войну? В ООН тот президент выступает, Климкин там где-то, депутаты в ПАСЕ. Вот, вы же прислали представителя своей страны, от Украины на Евровидение, она говорит, что нет никакой войны, гражданская война и Россия ни при чем. Понимаете, это такое возможно. Поэтому я думаю, что оптимальным вариантом было бы в связи с этими скандалами просто отказаться от представительства Украины в этом году. Угу. Ну, а вообще, не кажется ли вам, что вот в условиях, когда Российская Федерация ведет с нами такую агрессивную войну, а мы, конечно же, ей упорно сопротивляемся, вырабатывая различные методы безопасности, но, с одной стороны, мы видим, что большая часть украинской музыки, к сожалению, все еще интегрирована в вот эту пророссийскую плоскость. Ну, вы знаете, это вообще печально. Я знаю нескольких патриотичных музыкантов украинских, которые констатируют этот факт, что подавляющее большинство вот этой попсы, да и другой музыки, разной музыки, она такая действительно ватная, пророссийская, давайте называть вещи своими именами.
Я думаю, что здесь есть вина продюсеров, здесь есть вина как раз таких людей, как организаторов этого конкурса, которые закрывают на это глаза и которые, вот, грубо говоря, ради какого-то попсового эффекта готовы тащить всякую такую эстрадную шваль на поверхность и задвигать украинских исполнителей. Я убежден, что можно было составить этот лист из очень талантливых украинских людей, с проукраинской позицией, с нормальной. А товарищи, которые выступают в «Газпроме» на корпоративах, пусть продолжают это делать там. И не нужно так рисковать страной. Мы в состоянии гибридной войны находимся. Я убежден, что это огромный риск именно в этой гибридной информационной войне. И еще последнее, что хотел сказать. Я давно это говорил. Это имеет отношение к депутатам, там, к правительству, которое должно внести этот закон. Примите закон уже о лицензировании концертной деятельности или поправки к закону. Пусть исполнитель любой, никто не заставляет его никак, но он должен выбрать. Либо гастролирует в России на оккупированных ею территориях Украины, либо здесь. Либо он платит налоги там, является там лицензированным исполнителем концертным, либо в Украине. Пока это не будет принято, по каждому такому поводу будут стоны, стенания, споры и так далее. А нам есть чем заняться в нашей стране сейчас, кроме выяснений, кто такие эти мало кому известные певицы, которые лезут от Украины пиариться где-то. Айдараха, только что появилась новость, что певица Маруф, которая одержала победу в национальном отборе Евровидения 2019, не поедет на конкурс. Это решение Суспильного. Прокомментируйте. Ну, правильное решение. Нельзя рисковать репутацией страны в такую информационную бомбу, посылая от ее имени на международное мероприятие от имени Украины. Что будет дальше, я не знаю. Но я бы предложил вообще, раз такой скандалившийся конкурс, этот оргкомитет сформировать, больше не поручать ему никаких дел, связанных с национальным с чем-то, да, что представляет Украину как страну. Вот, и пропустить это Евровидение, потому что это все равно будет как-то русской пропагандой раскручено, преподано еще много-много раз и будут по-всякому выкручивать. Но это не мое решение, я свое мнение сказал.